Друзья, доброе утро. Прям самое, наверное, доброе раннее утро. Смотрите, какая красота. 16 марта, утренняя зорька, рассвет. Я, ребята, весь на сборах. Сегодня мы выезжаем в тайгу. Первый, наверное, такой запланированный выезд по налиму. Начинаем, ребята. Начинаем шевелиться, начинаем рыбалки. В 11 где-то прилег. В 2 часа, ребят, я уже вскочил. Сами, наверное, знаете, да и многие, наверное, меня поддерживают, потому что когда такие мощные сборы, то просто нет сна. На улице мороз, утренники в самом разгаре, я имею в виду мартовские. Утром очень холодно, под 30-ку, а днем солнце палящее, тепло, и вечером такая же история. В общем, как и запланировано, ребята, я жду Серегу. Серега едет с Кирова, с Кировской области. Не так она и далеко, в районе 400 километров. В общем, Серега где-то продвигается. Я думаю, что все в порядке, все с ним хорошо. На связь он не выходил. В районе 11-12 ночи он выехал. В общем, должен уже быть на подъезде. Я его жду, я готов, ребята. Продукты собраны, все готово. Живец маломайский пойман, черви. Техника, ребята, ожидает своего выхода. В общем, весь шмурдяк готов. В общем, ребята, с дровишками разобрались, и теперь можно и порыбачить. В общем, все в порядке, дела сделаны домашние. Выскочил на улицу посмотреть температуру. И жду Серегу, ребята. Серега приезжает, наверное, 4-й раз ко мне. 2 по лету, по налиму, и вот 2-й раз он едет ко мне. В прошлом году приезжал в это же время. И, в общем, все-таки едет он еще раз. Едем вдвоем, ребята, как ни странно. Звал еще пару людей, но не получается. У Женькам хотели съездить, но Женек не может. В общем, едем вдвоем, ребята, и будем жить 2, 3, 4 дня. Не могу сказать точно, как получится, в общем. Красота. Вот за этими кустами, ребята, у меня текет река уже. В общем, деревня. Все еще спят. Собаки только там немножко лают. В общем, ждем Серегу, ребят. И будем собираться. Температура, показывает 32. Здесь вот река, ребята, у меня рядом. Из-за этого здесь вот такие температуры. Более точные. Что будет нас ожидать на льду, я имею в виду. А допустим взять в середине поселка, то на 4 градуса теплее. В общем, пока 32. Не знаю, на рано не пойдем, будем ждать солнца. И только тогда будем выдвигаться. Ладно, пойду домой замерз в шортах. Он все хрустит, мороз. Вот и Серега нарисовался. 6 утра, в принципе, так и планировали. Привет, здорово, Серый. Привет, братка. Приехал, опять нарисовался, блядь. Чё, как доехал? Все нормально доехал. Я что-то тебе звоню, пишу, что-то на связи. Едешь, не едешь. Я уснул вчера, ждал звонка. Ты говоришь, перезвоню. Я их пока их достал, пока сколько? 34. Что тебе, как морозики у нас? Пойдет? Прохладнее будет?
Так, друзья, ну что, 8 утра, немножко потеплело, хотя все равно еще мороз. Ну, в общем, начинаю потихоньку погрузку. Достал смордячок, палатку, сегодня беру я Алтай 3, чтобы нормально себя чувствовать. Пашихонку 25-ю, 30-ю не беру. Ну, две раскладушки, стол, в общем. Сейчас будем как-то укомплектоваться. Вот у нас двое саней, Сереги на место. Ну и, в общем, кофр, модуль, все будем использовать. Пила, жерлицы. В общем, начнем погрузку, ребята. Серега часик киманул, в общем, нормально, понеслась. Ух, ребята, не знаю, вроде все получилось. Полный кофр. Тут вообще битком жерлицы, гаджеты, наживка. Получается модуль, ребята, нифига не весело. Полный. 2 кана, бензин, свет, аккумулятор. Здесь сани вообще убийственные. Палатка, 2 раскладушки, буры, сумки, столы, бензин, 20-ка. Ну, в общем, Серега поедет вот в моих новых санях. Здесь немного вещей ионных, пила. В общем, и сумку под ноги положит. Вот такой караван, ребят, пойдет. Не знаю, дай бог, без происшествий доберемся. Ну, а там потом расцепимся уже на льду. Где, как, что. Эти сани отцепляем. И чисто Серега будет двигаться вот на этих. Жерлицы покидали, буры и поехали. В общем, ребят, 9 час. Начинаем. Ну что? Готов, Серый? Все, Погнали? Кейну, шеф, погнали. Погнали, ребята. что, друзья, все, добрались мы до первой точки. После последнего раза здесь, смотрю, никого не было, когда я здесь был на разведке. Ну, шли по реке, и там возле села кто-то ставит жерлицы. 3 флага даже стоит. В общем, есть какие-то поклевки. Ну, есть еще, ребята, новости такие хорошие, что вроде налим тронулся. А если налим тронулся, значит мы прям все четко едем.
и должны быть с хорошей рыбалкой. Первая точка. Неизвестно, на лиму или щуку кто клюнул. Не, ну это-то понятно, что нажалиться-то у ребят может кто угодно. Я вообще в общем говорю. Ладно, сейчас что мы тут немножко оставляем. Штучки 2-3 по-любому. Точка рабочая, но она дает, и нарос не дает. В общем, неделю назад здесь поклевок не было. Ну, все-таки надо ставить. Надо ставить. Мы, в общем, так и будем разбрасывать. Будем сегодня высоко подниматься, очень высоко, до самых крайних точек. Все хорошо промерзло, так что нормально. Идешь спокойненько. В общем, так. А по центру где-то сделаем лагерь и будем вот так как-то ездить, курсировать, смотреть, рыбачить. Что, чая, Серый? Чайку выпьем с дорожки. Добрались. Потихоньку, быстро не шел. Серегу мело. Да и так холодно с утра еще было ехать. Так в целом нормально. Ладно, чаю. И приступаем работать. Отлично, рыбалка. Приехали с Серегой там у нас в Кирове к этому, к старому мосту. Блять, там, короче, у меня вертолеты стояли. Но только был Только шнек такой был, да. Сейчас спокоится на озере. Я тебе говорю, на магнит. И можно и ледобур поднять. Погода, ребята, великолепная просто. Солнышко греет. Наконец-то весна. Наконец-то. Такая зима была мертвая. Скучная, долгая, унылая, серая. Ну а теперь все. Теперь наш выход, господа. В общем, жерлицы, ребята. Остатки пескаря у меня было. 2 дня до приезда ездил, пробовал ловить живца. Ничего особо я не поймал. Не клюет вообще мелочь. До сих пор, блин. В общем, поймал штук 30. Верхоплавки, ребята. Первый раз, конечно. Я на жерлице верхоплавку одеваю. Ну, Серега еще привез карася. Ну и у нас сегодня эксперимент. Хотим много попробовать поставить на червя, на лима. Раз, два. Короче, зашел в яму все-таки и вот вышел на мель. С-подо льда здесь может сантиметров 30-40. Ну, теперь буду смотреть по двойникам. Здесь, допустим, двойник большой. Можно лупить товарища карасямбру. Караси такие, конечно, у Сереги. Можно жарить самому. Так, друзья, ну что, я берег выставил. 5 жерлиц. 2 на карася. Потом 1 плотва и 2 верхоплавки, в общем. Не знаю, как они будут себя вести под водой. Ну, верхоплавка, она сама по себе такая нежная. Ну, мы сегодня, ребят, делаем удар по червю. И, в общем, я переделал комплект именно вот таким макаром. Смотрите, ребята.
Вот как это все выглядит. В общем, основная стандартная леска, потом оливка 12 грамм, вертлюг, ну, чтоб вот именно грузило не уходило. Я хотел ставить стопорок, но не было у меня больших стопоров, маленькие все равно проскальзывали. В общем, и 35 сантиметров 30 поводочек и одинарник. И будем устанавливать как донки, получается. А так все та же схема. Просто будем ложить на дно все это дело. Все, положил на дно, флажочек. Здесь уже поглубже идет. И получается будем насаживать червей. Серега привез донеробену. У меня есть дождевые, есть навозные. В общем, короче, простые донки, ребят, просто в схеме жерлиц. Не знаю, поклевку будет показывать. Ну, а что нет-то, будет, конечно. И пучок червя. Ну, сейчас, правда, день. Ну, также любая рыба может в целом. И ясь, и лещ. Вот такая штука, ребят. Все это мы делаем тему на дно. Все, доночка. Переезжаем, ребята. Одна точка готова. Ну все, с Богом. Идем дальше. Раз, два, три. Так, что тут у нас? Двойничок большой. Карасямбу, значит, выпьем. Караси, конечно, опасные. Но хоть, может, мелочь будет отпугивать. Я имею в виду. Мелкая щука, налим, может, трогать не будет. Что-то, какие-то караси не русские. Жабры. В стороне почему-то. Опа. Давай, братик. Иди работай. Соблазняй. Так, друзья, ну что, еще пятерку оставили. Блин, ну здесь когда стоял 3 дня на морозе, 3 сработки были, в общем. Ну вот так ничего интересного. Мы все-таки решили здесь оставить пятерку. Пускай она будет. Дело в весне, рыба должна уже шевелиться. Ну и в общем все. Этот угол мы закончили. Километра 2 сейчас идем вверх. Там точка, там расставляем. Ну, что-то у нас как-то рыбалка пошла неправильно, да, Серега? Да. За прибытие. Вот видите, ребята, черви в ведре в простом, а водка в носке. Правильно, видите, ребята. А где она? Зубровочка. Мутная зараза. Сейчас мы попробуем. Ну что, господа рыбаки. Лично за погоду я уже готов поднять тост. Ну и за Серегу приехал. 4-й раз, ребята, ко мне приезжает. Молодец. Сейчас найдем что-нибудь. Так, по-спартански, ребята. Чисто за встречу. Ну, давай, за приезд. Давай. За погоду. За погоду, за рыбалку. Ну, за рыбалку, естественно. Поживем, увидим, как говорится, что. Все равно будет. По-любому. В холостую все равно не это. Поклевка по-любому будет, Серый. Это 100%. Так, ну что, едем дальше. Работаем потихонечку. Погода, ребята, великолепная.
просто шикарно. Что, друзья, очередная точка. Работаем, не покладая рук. А мы еще только в самом начале. Все только впереди. Все точки рабочие. Но здесь тоже оставляем. Приехали там мы надолго. Так что все по плану, братцы. Так, ребят, ну что, точка комбайнов. Попробуем здесь выставить 5 штучек. Черви есть. Попробуем. Не знаю, должна движуха быть. Так что погнали. Все как обычно. 3 поводка, точнее 2. Мормышка снизу. Попробуем. Так, главное, чтобы течение было. Но здесь вроде течение есть. Здесь без проблем должно быть. Дела идут, ребят, потихоньку у нас. В общем, дошли до комбайнов, уже до изевой точки. Но мы с Серегой в прошлом году здесь доставали и подлещика, и налима. Налимы хорошие. Да. В общем, решили немножко 2 ниже сделать. И троечку вот так поставить. Вот здесь очень мелко, среднее и очень глубоко получается. Потому что там, ну там самая яма. Как. Так, решили немножко переобедать, что ли, перекусить. В общем, время уже час. Второй, наверное. У нас еще работу махом. Еще с местом не определились, где будем стоять, то бишь в ночь. Дров, не дров. Ну, короче, еще и жерлицы дальше пойдем ставить. В общем, у нас еще пьянка только начинается, как говорится. Ну, вот решили немножко перекусить, отобедать. Ну, в целом, комбайны выставили, червей много. В общем, все классно. В целом продвигаемся. Викторович, я думаю, знаешь, что палатку здесь и поставить. Самая вкусная рыба, как говорил мой батя, царство небесное. Это колбаса. Это колбаса. А лучшая колбаса — это мешок с деньгами. Решили, ребята, вот здесь тормознуть. Ну, где-то золотая середина будет, в общем. Отцепили сани. Сейчас налегке пойдем. Все, погнали. Ставим жерлицы, ребята, а тут, оказывается, косачи. Сейчас только по берегу увидел, а тут, оказывается, тетерки вон еще ходят. Серега, вон смотри, сидят. Чё? Красотки. Вон на березах кормятся, вон.
4 штуки. А вон еще 5-я, 6-я. О, полетели. Полетели. Ага. О, увидел. А вон там еще сидят на березе. Смотри, сколько их. Я тут не первый раз их. Вон они там еще пошли. Красота, ребята. Ну, на березняке они что. Глухарь на хвое, а тут на березовых почках сидят. Добрались до Щучьей Кури, я так ее называю, это вообще мое место, как бы я сам просто как-то ее нашел, разведал, ну, никто тут ничего не ставит. Тут такой затишок небольшой, в общем, там классный обрыв, пляж. Ну вот мы с Серегой топтанули, Серегу привез, он тут еще не был, кстати. Да, первый раз туда. Ну вот сейчас мы тут дадим бантов Юрьевных. Заяц, свежак, с утра что-то бежал, убежал куда-то. Запнулся. Смотри, как он, видишь, прыг. Да. Ну, в общем, как-то так. Здесь трава получается, Серега. Ну, где-то вот нам получается, где-то вот так надо. Курс туда. И туда, да? Да, вот туда. Прям можешь бить. 7 уночек. Ага. Давай, Валерий. Делай. Ну что, Лариса Юрьевна, выход твой. Ты меня никогда не подводила, мадемуазель моя. Так что понеслась. Тут меляк. И сейчас будем заходить в глубину. Здесь я пробную сделал, мелко. В общем, понеслась. Так, ребят, тут первый раз. Просто объясняю то, что жерлицы прям под заказ у Лариски, эту супруги. И, в общем, у него банты, ну, флажочки сделаны из бантов. Она как бы сама их сделала. И бывает, когда вот вместе выезжаем, то как бы у нас небольшие соревнования. Ну, в общем, типа того. Жерлицы, кстати, щукарь. Очень мне нравится комплект. Вот жалко, я утопил один вместе с снегоходом. Вот она, глубина, ребята. Раз, два. Вот она, спина льда. Прям мель. Ну, сейчас будем погружаться. Все дальше и дальше. Так. Так, ну и что, карасямба. Двойник здесь у меня на всех мощный. Так что карасики. Карасики, карасики. Караси, конечно, Серега привез. Я говорю, ребят, можно жарить самому, блин. Ну все, погнали. Серега пробурил. Смотрите, ребят, какой людоед. Какая-то чебураха. Угу. Так, ну здесь трава явно, и дело-то к весне уже. Ладно, дружище, заморозим тебя или что? Или обратно в лунку? Дело к весне. Это уже показатель. Ну все, ребята, выдвигаемся на лагерь, которого еще нету. Ой, еще столько делов. Ну, я доволен, то, что все, работа прошла, и она успешная. Все нормально получилось. Ну, ребят, проезжаем бровку на линию. Работка. Работочка. Ну и полная вымотка, блин. Я хоть проверю. Полная вымотка, Серега. Даже полная?
Да. Ну что, Серый, как думаешь? Есть кто? Полная вымотка, ребята, это хорошо. Здесь у нас какая-то верхоплавка, наверное, была. Я уже не Да. помню. Да. Очки сидит. Сидит? И сидит. Ну присядь. Присядь. Да, погоди, а то она вперед. Туда, выматывай, туда. А то она вперед идет. Ну, что? Кто-то есть, ребята. А кто? Сейчас посмотрим. Вот она идет вперед. Присядь на коленки. Тихо. Че тихо? Стала что-то какая-то коряга или что? Что там у тебя коряга какая-то? Да. Нет, ты за лед зацепился. Ух ты, слушай. Там хорошая рыба, слушай, я тебе скажу. Да. Ух ты, смотри, Серый. Оба. Оба! Серега, смотри. Тут полтораха, двуха, наверное. Полтораха. Полтораха есть. Духа не будет. Дай, что ты, она уперлась в лед. Ты давно рыбу не держал, что ли? Дружище мой. Нет, ты что чувствуешь, что она это? Смотри, какая пузатая икряная. Огонь, ребята. Нифига. Так вот буквально прошло-то вот это та дистанция. И такая щука, блин. Красота. Не, карась, смотри, карась. Карась был здоровый. Ребят, ну, Серый. Красава. Красава. Отлично. Ну вот что. Первый результат, так скажем, на сегодня. Хотя вот бровка реально не должна быть по щуке. Ну, я говорю, никогда не надо, ребят, ожидать того трофея, который вы хотите. Может и другой взять. Отлично, нормальная щука. Хорошая. Вот такой карасик был. Не, Серый, он, наверное, уже все. Ни хрена, не все. Он, наверное, уже подустал. Он был прям в такой глотке. Есть первая зубатая. Вот так вот. Пойдет. Ура! Карасик сработал, ребят. Ну и отлично. Ехаем. Ребят, ну что, добрались мы до точки, где мы решили ночевать сегодня. Чувствуется, холодает, морозик опять становится. Малиновый закат. В общем, вот эта сушинка, которую мы приметили, вот Серега пошел ее сейчас шаркнет, наверное. А я сейчас тут накатаю, ребят, точку. Вот здесь. Ну, в целом тут мы встанем. Вот как-то вот так. Все, полетели. Гривен бабки.
Да, ребята, мороз ударил не по-детски. Так, сейчас определимся с выходом, какой нам лучше. Ну и в общем все. Юбку сейчас достаю. Ну, такую палатку, конечно, вдвоем проще расстилать, расправлять, но можно и одному без проблем. Юбочка. Юбочку снежком засыпем, и будет у нас тепло и комфортно. Вот так вот. Так, ну что, вроде все в порядке. Ну, темнеет на глазах, ребята. Опять ни хрена не успели. Мой черный чемоданчик, который выручает, как всегда. Угу. Здесь находится все необходимое, чтобы просто быть в режиме так, экономии. Ребят, ну, наконец-то я взял уже утяжки. Ё-моё. Вот такие, ребят, смотрите. Штуцеры. Вот такая штука. Получается, были какие-то за 120. Ну, это не я ездил, Лариса Юрьевна ездила. Я говорю, пластмассы не нужны. Такой дом, куда? Вот за 250 штук, ребята, прикиньте. 4 штуки, больше жаба задушила. Нет бабок больше. Ну и в общем, что-то типа такого. Сейчас посмотрим, как врезается. Ни хрена. Смотрите, ребят, просто огонь. Вот это вертыши. Вот это вертыши, говорю. Просто шикарные. Смотри, серый, как они заходят. А вот снег, получается, сверху выходит. Через трубочку. Лед. Да. Слушайте, ребят, поддерживаю. 250, конечно. Ну да ладно. А вдруг мачту сорвет, блин. Я уже не хочу таких процедур. Раз. Отлично. Вот и во льду. Как струна. Как струна. Ну, в общем, таких 4 штуки. Они еще выльцевые. Первый раз. Но крутятся изумительно. Мне понравились. Отлично. Вот такая, смотрите, ребят, вещь. Были с пластмассовыми ручками. Я говорю, ну не-не, такая точно мне не пойдет. В общем, взял вот такие. Такой кипиш, ребята. Быстро бегом-бегом. А на самом деле, смотрите, какая красота. Мороз божественный, малиновый, закаты погнали. Ну и уже лампа вылезла, блин, зараза. Никогда не успели. Серега напилил, таскает. Ладно, к печке. Дело к печке. Сердце надо на избы поставить. Да. Сумасшедший день. Останемся. Закурить туда, тогда и увидишь. Да. Я вам примерно вот так, мне кажется.
Да, когда не успеваешь, это очень плохо. Не люблю вот так я. В экстремальной ситуации, ребята, использую вот для розжига жидкость. Это для брикетов я делаю. Ну и по дровам можно то же самое сделать. Выручает, когда вот так вот. Видите, а вот газовая горелка, она замерзла. Она на максимально быстро тепло мы, потому что замерзаем. Мороз крепчается, погода опять поменялась. Хотя обещали по-другому все. Надо найти, где сумка. О, я тебе... Картошку. Так, нам вдвоем места тут много будет. Так что нормально. Так. Сейчас только определим, большой его поставим или маленький. Блин, у меня вот стол. Что такое осень? Это небо. Плачущее небо. Ногами. Ох, хорошо. Это хорошо, ребят. Ну, можно на 5 штук поставить. Заодно ее разогреет. А? Это я так и делаю. Тем расчетом. Быстро. Так, друзья, что, вечер, как говорится, добрый вечер. Короче, быстро мы тут что-то сообразились. В общем, закатали поляну, поставили алтайку третьего. Серега на той стороне сушина торчала, напилякал. Я пока здесь что-то туда-сюда. Ну, в общем, так немножко маломайски, вон, ребята, раскладушки закинули. Раз, два, в общем, столик. Такая штука у нас есть, бизнес. Плов на печку. И немножко вот сейчас будем вечер разгребать. Тяжело, Серега, да? Заезд тяжелый. Как говорится, ты же сюда приехал. Не, ну понятно, завтра это полегче будет, понимаешь? Это в разы будет легче. Но опять же, живца, ребят, на компрессор. Вот Сереге китайский такой компрессор на батарейке. Классная штука, кстати. Вот, потому что все начало у нас дубеть. Погода должна быть ей... Ну, она опять поменялась. Сейчас, короче, разгребаем вещи. У нас еще куча вещей на улице. Спальные вещи. Быстро свет кинули, аккумулятор сдохший. Не хватит нам в ночлеге наши. Короче, сейчас быстро немножко горячего. Очень охота. 100 грамм. Спальные места. Дрова колоть. Пилить еще что-то будем. Ну, в общем, сейчас сначала поедим. Время у нас уже, блин, время уже даже не знаю, но уже темно, ребят. Это часов 7, наверное, уже. Короче, поклевка была. Правда, мы еще вниз не катались. Но уже есть щука. Причем такая неплохая. Пойдет. Ладно, сейчас кушаем, ребята. Надо перекусить. Так, братцы, ну что, все, начинаем. Надо что-то заниматься. В общем, все гаджеты на зарядку. В сумке просто все замерзло. Все замерзло в сумке. Раз, два. Телефон. Все заряжаем. Давай. Телефончик сюда. Какие пилюли. Угу. Батареечки сюда. Что такое? Ты что капризничаешь? Вот так вот.
Вот так вот. Туда на дальничок. Ну, 30-очка, ребята. Вот беру и вот ее под всякое вот это разнообразие. Нормально заряжаем. Заряжаемся. Ну и еще 20-ка, вот я вам показывал, что Росмос, ребята. Сервис такой же, да, у тебя? Да. Вот, в общем, вот. Хорошие, ребята, банки. А это что, мой ты стал черненький? Что черный? Вот там, и это телефон. Это мой телефон. Ну что, Сергей Витальевич, картошка, говорит, сегодня у нас. Ага. Точно. Картошка с мясом. Да. Так, на скоряк. В общем, на скорячок, ребята, заходит картофан. И у Сереги какая-то рисовая каша, да, с мясом. А у меня картошка с мясом, ну какая-то котлета. Короче, ничего, такая пойдет. Ну просто реально очень голодно, ребят. Вообще ничего не хавали сегодня. По физике ударяли. Ну куда время только? Уже 8. А мы вот только что-то горячего подзакинулись. Ну ладно, что. Ну а в дальнейшем, что, ребят, продуктов море. Борщец, наверное, сегодня будет. Ну посмотрим по настроению. Короче. Пока только вот так как-то расселись. Угомонились. Так, ребят, ну что, Серега с дороги устал очень сильно. В общем, лег поспать. Ну, я на проверку, ребят, вечерняя. Наверх не поеду, наверное. Откуда мы вернулись? Но вниз съезжу обязательно. Мороз и солнце. Щука у нас промерзла уже. В общем, сейчас заправляюсь и погнали. Да, тяжело, конечно, ребят. Прям с дороги, с корабля на бал. Сереге тоже говорил, что тяжело будет. Ну, в общем, столько работы сегодня, столько проехали. Тяжело. Ну, в общем, дровишки есть, вот хотя бы немного на ночь. А завтра уже займусь вопросом. Так. Наверное, заправлюсь. Потому что бак скоро, наверное, закончится. И погоним. Ребята, погоним. Посмотрим. Ну да. Пустой. Что, давай греемся. Уже замерзли. А как прекрасно, ребят, видно, видите? Вот чего я дожидался. Тут получается 3 железа мои. Раз, 2, 3. Вообще великолепно видно, блин, охрененно. Блин, просто сдалека. Я думал, какой-то зверь стоит прям. Вот, пожалуйста. Ну тут точка проверена была. Я знал, что тут будет поклевка. Ну что-то тут помотало так прилично. Помотало и бросило. Живец на месте. Даже бойкий такой. Посмотрите. Верхоплавка, ребята. За живца не считали. Нормально. Есть какие-то зубы. Ну, в общем, меляк.
Вымотало так. Что это такое? Блин, даже вымотало. Ё-моё. Опять какая-то странная ситуация. Флажочек валяется. Какая-то сработка. Ну а там в целом тишина. Ну блин, классно, ребят, видно. Вообще огонь. Как, почему я раньше так не делал? Не знаю. Ну тут походу нет. Просто опять какая-то холостая. Блин, кто-то вымотал, ребята. Вообще нормально вымотал. Груз даже здесь, блин. Походу налил. Ну так что, ребят, идем дальше. Тут вроде все в порядке. Сработочка была. Полетели. Ну что, ребята, добрался до первой точки. Я смотрю, железы полностью молчат. У Сереги загаров нету. Раз, два, три. А вот у меня доночка горит, ребята. Да, тихо. Вот моя первая, точнее вторая и первая. Загарчик, как ни странно. Ну а все светлячки молчат, ребята. Как классно видно, ё-моё. Ну и что тут у нас? Тут у нас червяк. Первая донка, кстати, у меня. Ладно, посмотрим. Сереге говорил, закапывай, жалится. Нет, тепло. Вот такое тепло. Даже подвымотал, смотрите, ребят. Опа. Ну да. Здесь еще груз идет. Еще груз идет. Ну вот так, наверное, да? Ну тут явно никого, наверное, нету. Ну рыбка была, ребят, смотрите. Рыбка была. Точнее, она есть. Охренеть. Это плотва, ребята. Это плотва, ее уже похавали. Вот вы представляете? Вот так, ребят, смотрите. Это плотва. Ее уже пожмякали. Прям на крючке. Не знаю, выживет, не выживет. Все-таки это не моя плотва, ребят. Это там стоял червяк. Может, очухается, как живец будет. Вон он как, блин. И кто-то, короче, ее похавал. Да, страсти. Страсти, мордасти. Они присутствуют. Крючки хорошие. Короче, за бороду ее как-то цепанул. В общем, мелкая плотва ходит здесь по центру. Ничего страшного. Блин, желание есть, конечно, скататься наверх. Наверное, скатаюсь. Бак заправил. Пускай Серега отдыхает. При всем желании, наверное, это тоже надо проверить сейчас. Все-таки на червя. Вот такая плотва. Она явно бы не стащила. Просто ее кто-то взял
и потрогал. Из-за этого сработка получилась. Ладно, нормал. Так, ну что, ребят, все, я на лагере наколол дров. Серега спит. Ну, время что, ребят, уже 10 часов. — 21:52. Да. Ну, в общем, такая история, то что вот та яма, которую первая, все-таки я на нее ставки ставлю, но она не дает. Она не дает, ее просто ее убили, походу. Живец под компрессором, все нормально, там воду поменял, сейчас все как бы наладил. Улица мороз, где-то за 20-ку уже чувствуется, ну, очень холодно. Чувствуется, когда десятка она не чувствуется, а вот за 20-ку уже прям, да, капитально. Дров наколол, занес, все, на ночь нам хватит, мне кажется. Наколол покрупнее, чтобы, ну так, две закидываешь и как бы на шайку, и пускай она потихоньку, помаленьку. Проблема с аккумулятором, ребята, аккумулятор разряжен. Как хватит нам вот таких резервных фонариков, я вот этого не знаю. Так, ну в целом, что? Сам спать хочу. С 2 часов не спал. Ужин отменяется, так понимаю, Серега будет спать. Да, я как будто тоже чуть не охот. Сейчас одному что-то канителить на ночь глядя. Посижу еще, конечно. Посижу еще, подумаю. Под храп Серегин. Так-то обычно в одного вот так люблю балдеть. Чем-то позаниматься. Люблю читать, когда один. Чтобы тишина была. По горизонту получается сейчас 10-ку проехал. 10-ку, ребята. Ну примерно плюс-минус. Туда, обратно, туда, обратно. Ну да, так и получается. 10-ку пропылил. Спокойно. Ни лис, никого не видать пока. Ну в целом, наверное, на завтра, ребята.
Завтра будет день, будет пища. На связи.